Свернули на Сыктывкар, друзья. Сегодня у нас дорога Сыктывкар, город Сыктывкар. Из деревни в город едем. Едем дружной компанией. За рулем дядя Ваня. Там где-то Маша. Привет, Маша, где ты? Привет. Это там Маша. Не видно, просто я камеру повернул. Едем, друзья, в город. Такие небольшие включения буду делать. Не знаю, как там будет камера держаться на руках, конечно. Едем в город Сыктывкар, как уже сказал. И все по своим делам. У меня свои дела, у Маши свои дела. Вот. Потихоньку буду снимать такой, хотя бы короткий ролик. Ну, сделаю. Конечно, это все трясется. Вот едем и трясется это видео. Ну, я думаю, все равно удастся немножко хоть поснимать. Улицы Сыктывкара, еще что-то. Дядя Ваня за рулем. Всегда, если едем в город, например, садится за рулем дядя Ваня. Маша, ты где там? Почему за руль не садишься? Разрешают. Да, сейчас не разрешают. Сама не хочет. Вот. Дядя Ваня, стаж большой. Какого года ты говорил стаж? А? 76-го года дядя Ваня за рулем уже. Все, друзья, едем. Погода сегодня прекрасная, видите, небо какое синенькое и солнышко. Выехали в 5 часов утра, сейчас уже 6:15 время. Проехали Сторожевск. Село Сторожевск проехали. Ну, потом уже включение буду делать ближе к Сыктывкару уже. Как будем там подъезжать в Сыктывкар, так тогда уже включусь. Ну, едем, друзья, потихоньку. Сейчас уже приближаемся к нашему районному центру, село Коткорос. Сейчас будем проезжать мост через реку Вычегда, Покоми Эжва. Вот уже сам заезд на мост. Конечно же, наверное, там и гладь-то не видна или видна. Не знаю, наверное, даже не видна. Ой, стучит камера об лобовое стекло. Вот, короче, друзья, вот этот мост. Там где-то на другой стороне реки родина моей мамы, село Маджа. Далеко, правда, и эта камера не возьмет. Надо как-нибудь съездить в это село и поснимать. Вот. Само село у нас находится по левую сторону дороги, там внутрь. Это районный центр, село Коткорос. А мы будем ехать прямо, заезжать в Коткорос сегодня не будем. Сразу будем ехать в Сыктывкар. Вот такой перекресток, налево там сам заезд. Сюда. И что хочу сказать насчет этого села Коткорос. Надо как-то тоже как-нибудь просто проедемся по Коткоросу, если получится, и поснимаем. Там есть место одно, мне нравится. Памятник матери, которая провожала на фронт сыновей. Вот он стоит на очень крутом берегу реки Вычегда. Очень, ну так смотрится очень красиво и вдаль. Ну как бы
встречает или провожает, я даже не знаю, встречает или провожает ну, вот, уходящих или приезжающих на фронт. Я просто не знаю, в какую сторону памятник смотрит. Вниз по течению, дядь Вань? А? Не знаешь? Вот памятник направлен или вниз по течению реки Бычегда, или вверх по течению, я даже не знаю. Скорее всего, вниз. Едем дальше. Подъезжаем, друзья, к поселку Краснозатон. Краснозатонский поселок, да. Уже вот тут кладбище городское, Сыктывкарское. Я не знаю, даже сюда хоронят или нет еще там. Просто оно уже давнейшее кладбище, наверное, места уже свободных нету. Везде субботники были, еще убрались. Везде мусор там возле дороги собран. Наверное, ждут машину. Здесь кладбище городское. И вон знак Краснозатонский, поселок Краснозатонский. Немножко поснимаю там. Тоже строятся там внутри, правда, вот эта полоса леса не дает там показать. Очень много там новых домов, новых участков выделяют. Этого светофора раньше не было ведь? Не было же? Вот справа более поздние постройки, это советских времен еще такие дома. Такие дома. Обшиты, правда, современным материалом, но дома еще старые советские постройки, там и панельные дома видны, но ведь засвечивает солнышко. Тут перекресток у нас такой. Нювчимским привет, кто смотрит там. Максакомка. И прямо в Сыктывкар. Ну прямо поедем. Вот, на Нювчим и на поворот на Максакомку. Так, 95-й 46 рублей, что ли, показывает бензин. А у нас Нивши за сколько? 65. Нивши 65 рублей бензин. Сейчас будем заезжать уже на мост через реку Сысово.
Собственно говоря, и Сыктывкар образован, ну, название город Сыктывкар, то, что город на реке Сыктыв, Сысола, то есть Сыктыв. Раньше Сыктывкар назывался Усть-Сысольск, то есть город в устье реки Сысола. Усть-Сысольск. Такая, по меркам не очень большая речка, ну, в половодье, конечно же, она разливается, и в этом году пока еще воды не очень много. Ну, чуть-чуть там видно речку. Подъезжаем уже к самому городу. Будем потом уже заезжать. Не надо, друзья, в больницу, я сразу в больницу, потому что в 8 часов записан на прием, и сразу надо сначала туда зайду, потом что скажут, может даже после обеда обратно на повторный прием надо будет зайти. Посмотрим. Это у нас какая улица-то? Колхозная, да? Да. Свернули на Колхозную улицу. Ну, тут обычно есть, как вам сказать-то, это более такая индустриальная улица, что ли. Тут много предприятий таких. Вот, машины, там гаражи и все такое. И здесь просто очень удобно, меньше пробок до больницы доехать. Не по центру, а вот здесь, на окраине. Раньше тут вообще, тут хоть дорога сейчас, смотрю, починили. Здесь вообще ужасная дорога была. Всегда обычно. Что я помню, в молодости здесь всегда ужасная дорога была. Сейчас вот я еду, да, все это самое. Нормально так, дядь Вань? Дорогу давно это уже сделали, что ли? А? Парова выгнали. Да? Пару лет уже, оказывается. 5 давно. Прошлый год что-то я и не замечал, что здесь дорога такая хорошая уже. Обычно здесь ужасная дорога. Так, сейчас свернем на улицу Маркова. И уже тут недалеко Коми-республиканская больница уже потом. Зелени пока, друзья, почти, ну не почти, совсем нету. Ну вот травка еще немножко только хочет зеленеть. Деревья еще серые, все серое. Но субботники вроде как убрались там вот смотрю, да, под деревьями, да, все чистенько. Только сказал, там вон бутылочка валяется. Я же не ошибся, это Маркова же улица, да ведь? Да. Досааф он здесь учился когда-то на водителя. Здесь уже направо сейчас свернем. И есть коляски, забираете, да? Да. А здесь уже потом по левую сторону уже республиканская больница. И нам надо сюда заехать. Территория республиканской больницы. Справа неврологический корпус. Не
видно там уже ничего для вас, конечно. А нам надо приемный покой, потому что пандус так, друзья. Именно какое отделение надо, пандуса нету, и надо заехать через приемное отделение. Не знаю, даже еще пустят или нет. Но там я уже внутри больницы, конечно, снимать не буду. Сейчас высадимся, друзья, и будем сюда заходить. Пока нас не выгнали, надо быстрее. Все уже, я, как говорится, вышел из больницы. Внутри не стал снимать уже там в больнице, что там внутри снимать. Там охрана уже так смотрит не очень одобрительно. Проехали через отделение, там вообще не положено так, конечно. Ну, хотя они сам уже и виноваты, потому что пандуса нету. И придется ездить через отделение. Так. Выезжаем отсюда, друзья, и, как говорится, едем дальше по городу Сыктывкару. Маша где-то там. Маша, где ты сегодня? Вообще не показываешься. Вон, Маша. Привет. Поснимаем Сыктывкар наш. Прошлый год так Ташкент снимали уже вроде. Показывал потихоньку, по чуть-чуть. Переключился на съемку с телефона. Что-то у меня камера засвечивает совсем вообще. На телефон лучше попробую заснять эти моменты поездок. Так, это у нас... А это у нас какая улица-то? Димитрова. Улица Димитрова, друзья. Так, едем по Старовского. Сейчас будем пересекать такое место. Раньше здесь был кинотеатр Парма. Сейчас торговый центр, развлекательный центр Парма. Но раньше здесь кинотеатр Парма такой был. Как бы центр города раньше считался. Сейчас не знаю, центр переместился, наверное, куда-нибудь. И основная улица там раньше тоже это коммунистическая улица была. Ну и она сейчас называется коммунистической улицей, но так до... В каком году ее переименовали, не знаю. Устье-Сольская, по-моему, она была тоже. Называлась улица Устье-Сольская. Вот эта улица, ведущая на ЖД вокзал. Вдали виден ЖД вокзал. На улице не так уж тепло, люди в курточках еще ходят. Деревянных домов еще очень много, но это еще ветхие дома. Будут сносить, наверное, конечно, все равно. Перекресток улица Катаева, Старовского. Едем уже по Катаева. Это вот старый участок города. Видите, сколько домов еще деревянных здесь. Что по правую, что по левую сторону. Везде вот это.
на деревню похоже. Столько много деревянных домов. Сейчас по пути в аптеку заедем и купим там пару штук лекарств. Что там? А что там? Ты хочешь, Маша, купить? Мне омепразол надо купить. А вам? А? Тенгексорал. А, омепразол, гексорал мне надо покупать. Дядя Вань, что тебе надо? Я куржу. А? Он покупает лекарства по списку, название не знает, не запоминает. Название длинное, да куча. Так, Октябрьский проспект. Если на кому перевести Октябрьск, Шартуй. Вот так. Везде деревянные дома. Мы сегодня ездим на той части города, где очень много деревянных домов, и новые зрители подумают, что Сыктывкар совсем уже вот такой. Но это да, старые дома, конечно, это все. Ну уже вот и там справа уже новые дома там видно. Ну вот в начале там, когда заезжаешь в город, там поболее новых домов таких. Хотя и вот такие дома тоже есть. Это тоже уже не новые дома. Это, наверное, где-то 2008 года вот эти дома. А эти советские, я не знаю, кто живут там. Вот на подоконнике вроде цветы стоят, значит живут. Как в фильме «17 мгновений весны». Цветы есть, значит там засада. Такие путешествия небольшое сегодня. Нам надо на базу заехать, там взять краски, гвозди, еще что-то надо купить. Сначала в аптеку, да? А, аптека вот уже рядом стоит. Заедем в аптеку, так. Так, ну уже, друзья, сейчас небольшое, как его, справочная такая. Купили вон, сейчас скажу, эмаль. Так, эмаль, краску купили. Сколько килограмм-то? 2 килограмма, да? Стоит 400 рублей банка. Вот. Гвозди 87, 88 в среднем. Но разные величины там гвозди. 87, 88 за килограмм тоже. Вот. Еще быстро сохнущую эмаль Маша купила там крыльцо, да, что-то летом подкрасить. Она стоит уже 480 рублей. Баночка такая. Тоже 2-килограммовая. Ну, и White Spirit 0,5. 0,5 пол-литровый. 65 рублей бутылочка стоит. Вот так. Немножко закупились такими хозяйственными вещами. Ну, трясет здесь вообще невозможно. Выезжаем отсюда. Сейчас заедем еще на оптовую базу там.
Посмотрим, что там есть. Вот там. Мгм. Едем обратно уже, друзья. Что мы купили здесь? Со сорти. Со сорти мы взяли китикет для кошек. Где на 102 рубля пачка стоит. Сахар кусковой мелкий 5 килограмм купили. 139 рублей килограмм. Вот так. Ну и там махеев еще купили майонез ведровый 800 граммовый. Он стоит 130 рублей. Вот. Взяли. Ну и там уголь, да что-то взяли еще. Не знаю уже по какой цене там Маша взяла для шашлыков майских. Вот. Едем по Октябрьскому проспекту. Нету зелени совсем, друзья. Пока. Северный край. Хотя вот, например, от нашей деревни 170 километров, скажем, в среднем, да, сильно отличается. Здесь уже иногда все зелено, а у нас еще нету даже травинки. Как раз сегодня кадры сегодня по центру не будем ездить, и вот кадры всегда попадаются вот эти деревянные старые дома. Магниты везде, как обычно. Магниты, пятерочки. Сейчас будем сворачивать на Катаева, улицу Катаева. Впереди там кольцо, и стелла там стоит, символ Сыктывкара, так сказать. Это уже улица Катаева. Неоднократно уже вам показывал я, друзья, ту улочку. Здесь тоже вон магнит стоит. Везде сеть магнитов. Поворачиваем с Катаевой на Морозова улица имени Ивана Павловича Морозова. Кто такой, если вот не знаете, это я рассказал, там небольшой ролик есть тоже, поездка по Сыктывкару, и рассказал про этого деятеля. Прокатимся немножко по Морозовой улице. Но здесь уже вот кирпичное здание, но тоже уже времен советских времен еще. Новых зданий как таковых пока нету. Сыктывкар разрастается по окраинам сейчас в основном. Титикова очень хорошо развивается, Далбан хорошо развивается. Орбита хорошо развивается там, строятся там, все новые высотки почти везде. А здесь в основном советские эти пятиэтажки. С правой стороны, вон видите, уже там шпиль виден, ЖД вокзал. Вот такой вокзал. На многих значках там, талисманах, ну не талисманах, а этих сувенирчиках
когда приезжают в Коми, нарисован этот вокзал. Раньше эта улица Морозова называлась Привокзальной, потому что вот действительно около вокзала, вокзал на ней находится. Так-то город небольшой, совсем небольшой. Объехать на машине, там, я не знаю, наверное, за полчаса, если без пробок. Вообще. Ну вот здесь уже более-менее новостройки стоят. Вот эта новостройка очень красивая, новостройка смотрится. И далее там тоже более-менее тоже как бы поздние застройки дома. Везде люди, везде человеки. Все куда-то идут, все спешат. Для меня этот город вообще суета такая. Непонятно, куда все идут, куда все. У всех свои дела. Мы тоже немножко свернем сюда, тоже по своим делам. К Раисе Ивановне это самое. Она маме что-то хотела передать там. Возьмем. Видите, какая яма здесь, выключусь потом. Невозможно снимать вообще, трещат чего. Вот. Колдобина на колдобине. Так, это у нас снова улица Димитрова. Остерденеде. Oskavölesken buyke, askenet bir buyke kerin baştin bu eski bir turbu da. Eski turbu aski bir baştin bu day. No. Rameyuna. No da. Duży. Такой дом, такой кирпичный. Уже мы сворачиваем на улицу Гаражную. Гаражная улица. Справа вот этот больничный городок у нас. Разные всякие там и ТУП больница, и основная республиканская, и детская больница там. А здесь вот слева вот такой автопром. Отсюда и улица, наверное, такая гаражная. Раньше здесь был, я не знаю, сейчас есть ли нет, центр КАМАЗ, Спогат. Сейчас не знаю, он существует или нет вообще. Тут меняется, что при моей юности было и что сейчас. Какие-то вот бизнес-центр, Союз, всякие новые здания, новые вывески. Ну, в большинстве тут с автосервисом, автосервисом связано. Не может гаражная улица, она это самое, не соответствовать названию.
супермаркет диванов какие-то, магазин такой. Ох, машинка, смотрите, на дереве. Такая скорая помощь, как памятник советским временам. Вот. Но мы уже снова подъезжаем к нашей больнице. Мне уже по второму разу надо на прием. 13:40 сказали. Подъедем. Пока посидим там. Рано пока еще так-то. Но зайдем в Магнит, там купим хлеба. Тебя. Да? Хлеба купим. Чай попьем. Что такое? Пятерочка тут не магнит. Для меня красный цвет везде уже магнит потом. Короче, вот так. Ну, в принципе, больничными делами закончили. Сейчас Маша заходила там печати на бумагах поставить. И все, едем в сторону уже дома, но пока еще в городе. Сейчас куда-нибудь остановимся, еще чай попить. Я хочу с термоса чай попить. Это уже у нас Сысольское шоссе. Едем по нему. Здесь уже были такие дома, такие современные. Видите, там этот дом уже. И спереди там видны тоже дома. Такие большие. Вон аптека. Маша тоже захотела зайти посмотреть там. Что говорит, что не нашли мы ничего. Гексорал не нашли для себя. Дядя Ваня тоже там что-то хотел купить. Оставили меня одного. Сижу в машине, друзья. Вот такой у меня сегодня день. Прогулка такая до города Сыктывкара из деревни в город. Тут никак я не привык, что еще так и деревни поспокойнее снимать. Хоть и нахожусь в машине, как будто на меня все смотрят. Неудобно снимать вообще. Вот. Ну, для меня этот город суета-сует. Но не люблю я вот это все дело. Быстрее хочется вернуться домой. Спокойной обстановкой, чтобы мало народу было. Вот. Я почему-то так привык. Сейчас подожду еще дядю Ваню и Машу, и мы уже обратно поедем домой. Там еще остановимся, чай попью, просто уже выедем за город, и там уже в спокойной обстановке чай попью с батончиком. И все. И получается, что наше путешествие такое небольшое заканчивается. Не знаю, правда, как я смог это все снять. Прошлый год вроде как бы вот с руки еще мог держать камеру. А в этот год уже что-то и не получается у меня. Все трясется категорически, рука не слушается. Но я пытаюсь. Не знаю, может быть и пару раз такие нагрузки сделать, вот пару раз поснимать
с руки именно при езде. И может и как бы рука вспомнит свои движения, и может быть даже все получится. Ну, немножко сегодня как такого, как что-то про историю Сыктывкара ничего я не рассказал, я просто поснимал, как поездили. В следующий раз попробую поснимать в центре и что-нибудь рассказать о какой-нибудь там улице или еще, как, например, есть видео, где я рассказывал про улицу Морозова. Купил? Да. Купил? Что, нашел, что надо? Да? Нашел. Ну, молодец. Дорогой, 700 рублей. Где жена моя? Да. Идет? У города 700 рублей? Да, у города 600 рублей. Видишь? Какое лекарство? Опять не помнишь? Не помню. Не помню. По списку я. Короче, я кушаю. Дядя Вань не помнит, какое имя лекарство. Ему написали, и он... Мазь, не лекарство, мазь. Мазь. Ну, мазь какую-то купил. 700 рублей, да? Да. 700 рублей, говорит. Считай, 1000, да? Не дешевые сейчас у нас здоровье, конечно. Хотя, главное, что помогло. Там ерунда потом. Белосалик, мазь. А? Белосалик. Белосолик. Белосалики, солики. Может, это фирма, это мазь не то. Может, Да. мазь какая-то. Ну, Может... записано, это же? Белосолик, да? Да. Мгм. Вон Маша идет. Вон там идет Маша. Вы не думайте. Нарушает. Маша нарушает правила. Маша нарушает правила. И еще язык показывает. Зрители все видели, как ты нарушаешь правила. Тебе придет штраф с Ютуба. Ладно, друзья, мы поехали обратно. Поедем с этой аптеки уже. А то Маша нарушает, так могут оштрафовать еще ненароком. Да, дядя Ваня? Нарушать нельзя. Хоть ты пассажир, хоть ты пешеход, нарушать не надо. Так, выезжаем с микрорайона Лесозавод уже, все. Вот смотрите, какой там дом тоже, такой яркенький, красивенький. А этот тоже трехэтажный, как уже показывал вам, что мода сейчас строить у нас невысокие, тоже трехэтажные. С правой стороны тоже такой там дом. Да, зелени, конечно, не хватает. Ну, буквально уже через месяц тут все здесь будет зелено, утопать будет зелень. Потому что деревьев очень много в городе. Все будет утопать в зелень. Все, выезжаем из города. Да, где-нибудь остановимся там. Можно даже подальше, если там место есть. Маша, ten magazín na dosku, tak się poranili. Jebnity. Kancer kalbaski na masku ten. Ну здесь посидим, поухаем. Вот здесь. Ну что, чай попили, батон с батоном попили, чай покушали, вернее. Ну, Маша да дядя Ваня уже они там чай точно рано попили, я вот ждал, пока с больницы дела не закончу, не буду. И все, трогаемся в родную степь, как говорится. Едем дальше. Это тоже будем заезжать. Сейчас на мост уже заезжаем. Тоже. Мост через реку Сысово.
сегодня такое достаточно для меня длинное путешествие. Целый день. Целый день. Сейчас уже поздно. А когда еще приедем до дома, далеко еще. Вот такие видео будут для разнообразия в канале. Ну, сейчас лето впереди. Пойдут огородные видео. Дальше что там пойдет еще? С природы больше видео. Ну и, конечно же, будет готовка. Будет готовка. Все такое. Тоже будем показывать потихоньку. Ну, у нас как на канале всегда происходит? Зимой чаще всего готовка, летом чаще всего природа, огород и вот такие путешествия небольшие. Так, 95 46 34, 92 41 83. Это я про бензин, кому там интересно. И я уже вот что продиктовал, я уже забыл, что говорил. И в Сторожевске сейчас посмотрим. Включимся уже в Сторожевске потом и посмотрим, что там, какие там цены на топливо. Там будем заправляться. Участок дороги хороший, едешь прям убаюкивает. А потом сейчас опять там начнется это все колдобина на колдобине и все такое. Нившира отсюда 61 километр, Богородск 38. Большой Луг 21 или что там указывает. Ну, с левой стороны заправка. Сейчас посмотрим, какие цены там. А тут у нас 95 49 67, 92 45 47, дизельная 60 12. Рублей до вчера. Ничего себе, разница с городским Сыктывкаром, да? Да. Там 42 было, 95. Тут 42 99. Тут 49 67. Так, 40 миллилитров. 40 миллилитров, Маша говорит, бензина надо. 40 миллилитров это тебе не Литров? хлеб. Литров. Это не растительное масло в тесто добавлять 40 миллилитров. Сейчас Машенька расплатится. И заправимся и поедем обратно. Ну, вроде все. Вот такое рассказал там. Хотел показать цены. Сравнить с сыктывкарскими. Очень разница большая. 49, 67, 95, 92, 45, 47, повторяю. Разница очень большая. Я не знаю, почему такая разница в цене. Нившеры так вообще продают за 65 даже. Вот. Ну что, на этом путешествие, наверное, я буду заканчивать. Потом уже там, что там, уже осталась дорога с колдобинами чисто. Хорошей дороги там уже нету в нашей степи. Вот. И немножко поснимал поездку свою. Съездили в город по делам, в больницу, потом по делам. Закупились там хозтоварами, там краску, гвоздей, там, ну, для деревни это нужные вещи. Уголь на майские праздники, таз там машакопромой какой-то купила еще. Вот. Все, дядя Вань закончил уже там заправляться. Все, поедем до дома. Вот какие там цены, не знаю, там увидите, не увидите. Сейчас дядя Ваня остановится. О, вот такие цены. Еще раз покажу. Там, да, все. В родную степь, как говорится, нам надо свернуть направо. Богородск 38, Нившира 61. Все. Стекло все испачкалось, друзья. Вот такая у нас грязная дорога, там участок попался небольшой, лужи, и сразу испачкалось стекло. Так. Уезжали, солнечный день был, приезжаем,
тучи висят. Но вот уже наша деревня, уже наше село, ну, начинается с деревни. Так. Привет, деревенька. Мы вернулись. Вот так. Приехали домой. Долго не можем без нашей деревни. Вот церковь заброшена, где я гуляю обычно, тоже дорожка такая. Все. Всем пока-пока, друзья.